В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Арктический государственный институт культуры и искусств при поддержке Министерства науки и высшего образования России провел первый международный и четвертый всероссийский фестиваль-конкурс «Созвездие Арктики», посвященный 150-летию русского композитора Сергея Рахманинова. У нас представилась прекрасная возможность пригласить в студию гостей фестиваля, членов жюри конкурса и экспертов. И сегодня наш гость Юрий Сидоров, заслуженный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных. Юрий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад видеть вас в нашей студии. Взаимно. Вот в этом году конкурс впервые вышел на международный уровень и впервые прошел под эгидой академической программы «Приоритет 2030». Вот расскажите о значении такой площадки для развития юных талантов. Ну, прежде всего, это большой стимул, любой конкурс, и в том числе музыкальный конкурс. Дети и юноши, и молодое поколение, которое играет, им важно иметь какое-то внимание к этому искусству, выйти на сцену, сыграть, показать свои возможности, инструмента. В общем, понять, что это нужно кому-то. Это очень важно. И когда в зале еще ценители сидят, что было здесь и на концертах, на гала-концерте был интерес общественный очень высокий к этому виду искусства. Исполнение на народных инструментах, в том числе баян, аккордеон. Ну вот расскажите немного о своей деятельности. Вы играете вот на баяне, на аккордеоне. Вот расскажите об этом, как пришли к этому инструменту, с чего все началось. Ну, я родился на Волге, в Саратове. Это родина Ивана Яковлевича Паницкого, известного баяниста, незрячего, легендарный баянист, который играл Василию Ивановичу Чапаеву даже, вот, по воспоминаниям. Вот. И аккомпанировал Лидии Руслановой. И у него много очень произведений, написанных для баяна на народной основе. То есть его знали и сейчас знают, помнят очень много любителей и профессионалов игры на баяне и аккордеоне. И вот в этих местах просто сам воздух звучал именно произведениями в исполнении на баяне и на гармонии. То есть я родился в такое счастливое время, когда в каждом доме играли на баяне и на гармонии. И даже на баяне играли современные песни эстрадные и пели. И, в общем, настолько все было пронизано музыкой, что у меня просто прямая дорога была в музыкальную школу, когда она располагалась в 5 минутах ходьбы от дома. Вот. И там я учился в этой музыкальной школе. Потом там же, в этом маленьком городке, город Маркс, Саратовской области, поступил в музыкальное училище. И после этого только поехал в Москву. После этого в 1979 году участвовал в международном конкурсе в Германии, город Клингенталь. И вот с этого момента профессионально уже выступаю как солист-баянист. Объездил полземного шара вот, в качестве солиста и с различными коллективами. Выступал в различных крупнейших залах. Ну, не буду сейчас перечислять. Вот. Так что интересная очень профессия, которая интересна и, конечно, требует большого вложения интеллектуального и физического. Ну, вот расскажите о ваших впечатлениях, о конкурсе, да, об его участниках. Вы возглавляли, я так понимаю, жюри одного из направлений. Вот расскажите о направлении, о своем, сколько было участников, какой уровень вообще у них, ребят? Ну, уровень... Я возглавляю жюри по направлению баян-аккордеон. Ну, участников не так много, как хотелось бы, но это связано с логистикой. Это дорогие билеты. Вот. И в основном участвовали близлежащие здесь участники, которые здесь живут, да, недалеко. В основном. И было также дистанционное прослушивание. Вот здесь было много участников. Было много участников. У нас сейчас количество, ну, где-то 50, свыше 50 участников. Вот. И были очень интересные выступления, очень профессионально высокие, зрелые музыканты, уже молодые.
Вот, так что просто удивляешься, как все интерес такой, все-таки он есть. Всё-таки И сохраняется. важно, чтобы это выходило на такие сцены, как театр оперы и балета, и чтобы все не музыканты, люди, которые живут в Якутии, они слышали, что есть такое искусство. Если это будет востребовано, значит, оно будет развиваться. Вот. Это самое главное. Вот. Еще хотелось пожелать, чтобы все-таки больше было приезжих, участвовало, ну, как-то, может быть, какой-то призовой фонд все-таки был. Мгм. Наверное, все-таки То это есть поможет. призовой фонд, он Да, будет он как-то мотивировать для стимулирует, да, участия, люди бы стимулировать, да? поезжали, все-таки пытались счастье здесь, в Якутии. Вот, а как давно вы сотрудничаете с нашим Арктическим государственным институтом культуры и искусств? Я с Государственным институтом культуры и искусств сотрудничаю в течение уже 20 лет, можно сказать. До этого я еще был на всевозможных мероприятиях, которые проводились еще в Советском Союзе. Это Дни культуры Российской Федерации в Якутии в 1987 приблизительно году. Вот. И мы объездили всю Якутию. Я и в качестве солиста, и в качестве аккомпаниатора аккомпанировал солисту театра Станиславского Леониду Якимову. Такой был народный артист России. Вот. И непосредственно с АГИКИ я сотрудничаю с 2012 года, потому что, ну, как-то сама судьба меня сюда привела, потому что выпускник училища якутского Владимир Иннокентьевич Боярский, ну, он сейчас тоже преподаватель АГИКИ, вот, он учился у меня в Москве в Российской академии музыки. Лауреат многочисленных конкурсов, то есть уровень очень высокий, вот в чем дело. Владимир Боярский, ну, он здесь известная личность, очень известная личность. Он занимался у меня в классе. Вот. И до сих пор в хорошей концертной форме. Вот. Готов к выступлениям, да? Готов к выступлениям, да. И сейчас даже он гастролирует, его нет. Ну вот вы смотрите, вы объездили всю Якутию практически, да, Да. вы говорите. Черском Сыграли был, множество Черском был, концертов, в том да. числе и в Арктике. Вот как Да. можете охарактеризовать якутского зрителя? Вот какие у вас, может быть, впечатления есть от выступления перед якутским зрителем? Дело в том, что чувствуется, что публика, которая сидит в зале, она сковалась, изголодалась по такой музыке серьезной, которая звучит непосредственно на концерте, на сцене. Живое исполнение. Ее сразу захватывает публику, и она очень... Значит, знаете, это давно было такое восхищение, вот я вспоминаю, да, очень давно. Вот, когда непосредственно вот так вызывает восторг, если очень хорошо играет, неподдельные, то есть люди очень душевно, горячо принимают, то есть они видят в этом какую-то силу. Это действительно так. То есть какая-то сила, поддержка вот, духовной составляющей вот, существования вообще человека. Вот. Это помогает искусство, помогает вот, оптимистично смотреть на мир, на жизнь. И дарит И именно позитивные народное эмоции, конечно. искусство, именно народное. народное искусство и игра вот на таких инструментах. Когда один человек играет и может все сделать, всю партитуру исполнить. Баянист, аккордеонист, это очень важно. Вот какие у вас творческие планы? Планируете ли поездки в другие регионы или вернуться в Якутию снова? Ну, планирую сейчас в ближайшее время поехать на Дельфийские игры в город Саратов. С всего и начинали. Вот, жюри конкурс по номинации именно баяна и аккордеона в составе жюри. Ну и всевозможные концерты, выезды в близлежащие города Москвы. Вот, такие как Тула, вот, Электросталь. Ну, всевозможные планы, они рождаются постепенно. То есть есть какая-то перспектива на сотрудничество есть с всевозможными такими же, вот, как АГИКИ, высшими учебными заведениями, приглашают с концертами и в качестве члена жюри. Такое бывает часто. Вот интересно, у вас сейчас в академии кто-нибудь из Якутии обучается? Или, может быть, вспомните кого-то из выпускников или студентов последних лет, кто был из Якутии и кто вам запомнился?
В данный момент не обучаются. Вот Пока нет, да? Владимир Боярский был очень яркая фигура. Он даже получил 5 с плюсом на выпускном экзамене. Представляете? Мгм. Один единственный из курса, а там были очень сильные баянисты, очень сильные. И председатель комиссии Роман Семенович Леденев, композитор, а, профессор Московской консерватории, был председателем жюри. Он меня спрашивает, ну вот что в Боярскому поставить? Он так спокойно, тихо, 10, а 10 это 5 с плюсом. Мгм. Единственное, ему поставил. Вот какой уровень, понимаете? Есть очень высокий уровень. Ну, есть такой средний и ниже среднего. Вот, я хочу пожелать местным музыкантам, чтобы достигали такого уровня, что возможно здесь набирать такой уровень, а потом ехать уже в столицу. И там пытать счастье на международных конкурсах. Это возможно все. Здесь есть все. Здесь очень серьезные преподаватели работают, доценты, профессора, которые готовят, которые сами учились в престижных вузах. Все здесь есть. В принципе, все у нас для этого есть. И Да, уровень всё есть. образования Тем более сейчас такой соответствует тебе. международный конкурс. Это только начало. Да? Ну вот, Пойдет волна. да, кстати, о развитии международного конкурса расскажите, в каком направлении стоит двигаться этому конкурсу. Он уже стал международным в первый раз, да? Ну, прежде всего, привлекать внимание где-то вот близлежащих стран, какие здесь находятся, рядом, чтобы приезжали сюда, на этот, вот здесь. Опять же, призовой фонд. Я опять к этому возвращаюсь. Вот. Так что такая перспектива. Оправдывать название, что международный конкурс, ну, чтобы участвовала. Потому что интересна разница в уровнях тоже. Он поднимется уровень, если действительно будут зарубежные исполнители приезжать. Больше Уровень зарубежных гостей будет. местный поднимется. Мне кажется, это необходимо. Ну что ж, Юрий Александрович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успешных выступлений. Ну, конечно, приезжайте в Якутию, будем рады видеть у нас в республике. Ну, приходите в гости, еще пообщаемся. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.